Несколько альбомов с военными фотографиями, друзья по всему бывшему Союзу и груз тяжелых воспоминаний, которых хватит не на один крепко шитый роман. 35 лет со дня ввода войск в Афганистан Валерий Петров не отмечал. Считает, не та дата. Он вернулся домой кавалером Ордена Красной Звезды, но мирную жизнь увидеть так и не смог. На войне потерял зрение. Валерий с болезненной отчетливостью помнит тот злополучный день, как их взвод гнали на оборону стратегически важного моста возле Кандагара, как он бежал к окопу, чтобы установить пулемет. А после мина под ногой, яркий свет и бесконечная темнота. К тому времени он прослужил чуть больше года. В январе 1981 года я на мине подорвался. Потом очнулся я. Что, думаю, со мной случилось? Лежу, вроде дом вспомнился мне, родители почему-то вспомнились. Потом думаю, что со мной случилось? Пальцем пошевелил, шевелится вроде, рука шевелится. И на спине я оттуда выполз. Потом думаю, где мой автомат? Почему-то шарил, автомат не нашел. И левая нога у меня почему-то раз, легкая, наверх поднимается. Рукой потрогал, а там ноги не было, кровь идет. Хочу глаза открыть, не открывается. А там звезды яркие, крупные были, помнится. Ничего не видно, звезд не вижу. За 9 лет войны советская армия потеряла 15 тысяч солдат и офицеров, свыше 50 тысяч получили ранения. За сухой статистикой прячется боль и растерянность целого поколения молодых людей, которым так и не ответили на простой вопрос – почему? И по сей день по поводу ввода войск в Афганистан не существует единого мнения. Кто-то считает это авантюрой кремлевских старцев. Дескать, пожилой Брежнев не понимал, во что ввязывается. Кто-то борьбой за идеологическую химеру интернационального долга. Кто-то попыткой защитить страну от воинствующего исламизма, ныне уверенно шагающего по планете. Та война закончилась для Валерия еще в 81-м, и началась другая. 4 месяца в больничных палатах Кандагара и Ташкента он боролся за собственную жизнь. В Ташкенте я очень благодарен там медсестрам. Очень хорошо со мной обходились. Я их до сих пор помню. Глаза мне вернут, я надеялся. Почему-то такая надежда была. 8 мая 1981 года Валерий вернулся в Чебоксары. Тогда первым спасением для него стали друзья. А потом в новой жизни не дала растеряться любовь. В больницу меня в БСМП положили. Там я с будущей женой познакомился. В августе я женился. Через год у меня дочь родилась. Через 2 года сын родился. Теперь они уже взрослые. Все так быстро устроилось. Слава Богу, я думаю, может, Бог послал мне ее. Сейчас Валерий окружен любящей семьей. Счастливый смех близких для него приятнее звона медалей, которыми увешана грудь. Вместе с женой он воспитал 2 детей. Старшая дочь Татьяна – историк по образованию. Младший сын Роман – учитель труда. Дети восхищаются стойкостью своего отца. Признаются, за всю свою жизнь не услышали от него ни одной жалобы. Отцу как бы тяжело не было, он никогда не унывал. То есть уже глядя на него, мы понимали, нам не надо было даже уже ничего говорить. То есть если самому тяжело, достаточно посмотреть на отца, и уже если он смог пережить вот это вот время, да, когда у него было ранение тяжелое, и как бы сейчас ни о чем не жалеет, не унывает, и самому уже в какой-то тяжелый момент просто становится стыдно, если я как-то начинаю опускать руки. Отец и заботливый муж, теперь еще и внимательный дедушка. Валерий часто играет с внуками. Слушает вместе с ними радио и читает книги. Правда, шрифт Брайля до сих пор дается ему нелегко. Быстро не получается. Я долго мучился. Каждую точку щупал поначалу. А сразу вот палец поставишь, не узнаешь никак. А сейчас уже читаю, но очень медленно. Афганистан научил Валерия жить не благодаря, а вопреки. Первые послевоенные годы – годы противостояния. Сложности возникали в самых банальных вещах, будь то поход по магазинам или стирка. Однако терпение и время – лучшие учителя. Валерий уже давно обходится без посторонней помощи.
В прошлом электрик, потеряв зрение, он больше не мог трудиться по профессии. Поэтому сменил род занятий, устроился на предприятие общества слепых. Каждый будний день он встает в 5 утра, идет по знакомой улице на знакомую остановку. Садится на один и тот же маршрут, который доставит его на работу. Здесь на производстве вот уже более 40 лет он изготавливает составляющие для электрозажигалок по 5 часов в день. Обучение проходило трудно, работа непростая даже для абсолютно здоровых людей. Однако Валерию помогли старшие коллеги. Начальник цеха Зинаида Еремеева признается, у этих людей разные судьбы, но беда общая. Она и породнила. Васильев Игорь. Он тоже сначала был зрячим, а потом потерял зрение. Потом вот Родион у нас вот тут вот тоже. Он тоже раньше немножко видел, он высшее образование у него тоже. Он работал учителем по истории. Наташа вот Горбунова тоже, вот у нее с рождения. Когда праздник или что, они всегда вместе чаепитие устраивают. За 3 десятилетия после вывода войск из Афганистана много воды утекло, а Валерию по-прежнему кажется, словно это было вчера. Его жизнь состоялась. Несмотря ни на что, он говорит, что благодарен судьбе, не ропщет и на государство, пусть и пришлось повоевать с чиновниками за квадратные метры. Но иногда в коротких снах, признается Валерий, он вновь возвращается туда, к своим ребятам из взвода. Цепочкой, друг за другом, они снова поднимаются в горы. В 1979-м Ближний Восток казался советским призывникам очень далеким. Все началось весной. Афганистан потрясла вооруженная оппозиция и мятежи в армии. Жар от раскаленной обстановки в республике вскоре обжег и Советский Союз. Герои и орденоносцы той войны разбросаны по всей стране. В Чувашии их более 2000. У каждого ветерана потом, после войны, была своя судьба. Но попадали они на передовую, как правило, при обстоятельствах очень похожих, без помпы и громких проводов. Была встреча у нас с майором-пограничником, и нас, оказывается, в районе выбрали несколько человек служить в пограничных войсках. В 1982 году, в октябре месяце, 17 октября, нас призвали в армию. И сказали, будете служить на Среднеазиатском пограничном округе. Вызывали по одному и сказали, вот вам придется служить МАН-группе. МАН-группа по-нашему это мотоманеврированная группа на территории Афганистана. Да, многие и мы не знали, что пограничники там охраняют границу с той стороны. Анатолий Шагаров – один из тех интернационалистов, опаленных войной. Настоящим – уважаемый в республике нотариус. В прошлом – водитель-наводчик на погранзаставе. Настоящий герой, у которого множество наград. Среди них орден Красной Звезды. Вышли, нас зажали. Помощь с прикрытием бортов вертолетов не было. Там началась стрельба с 2 сторон, с 3 сторон, не знаю откуда. На ГАЗ-606 Володя Колубенко, потом мы в госпитале лежали вместе с Волгоградской области. Его ранило. И когда я прикрывал машину, уже сам получил в пулю. Не пулю, я не почувствовал. Только что-то запекло мне правую руку. Я посмотрел, у меня рука уже, как говорится, оторвана, висит только на коже. Подъехал Олег Мацупа, 718 БМП был, спелый Сербии, хороший парень, хороший водитель-механик был. И он, мне положили в БМП, и он меня вывез из поля боя. Нас обстреляли с гранатомета, он опытный водитель-механик был. Проснулся только на операционном столе, где меня готовили уже на операцию. Делал нам хирург Николай Иванович. Спасибо ему, спас жизнь мне. Это была одна из частых разведывательных операций. Команда Шагарова на 4 БТРах проверяла, безопасна ли дорога к их лагерю, осматривала кишлаки, искала мины. К ним должна была прибыть военная колонна из 120 грузовых машин, которая везла с собой провизию, патроны, горючее. Разведывательная группа миновала Чичикту, двигаясь навстречу колонне, угодила в ущелье, где поджидала засада. Шел 1984 год. Анатолию оставалось 3 месяца до приказа. С мая месяца по июль 20-го, 25-го где-то, да, я лежал в госпитале в Ашхабаде и научился писать заново, как в 1 классе.
Так как я правша, и мне девочки, приходили студентки из пединститута, учили, как в первом классе писать алфавит, ну, разрабатывать руку. В августе 1984 года Анатолий возвращается на родину, толком не зная, что его там ждет. Дома встретили родители и друзья. Власти помогли поступить на юридический факультет Самарского университета. Учиться было тяжело. Это сейчас Анатолий, благодаря нескольким акробатическим приемам и одной левой, способен завязать себе галстук. А тогда здоровая рука уставала с непривычки, отказываясь писать конспекты. И все же молодой ветеран не сдавался. Посещение лекций, практика в районных судах, стажировка в нотариальных конторах, а также самая страшная инвалидность не помешали и личной жизни Анатолия. Познакомились мы летом в 1987 году. Так, через год уже стали переписываться. Он учился в Куйбышевском государственном университете, а я в Ульяновске медколледже. Вот. Закончили оба учиться и поженились в августе 1989 году. Что привлекло в этом человеке? Доброта, ум, красивый парень. За 26 лет супружеской жизни Анатолий с Анной воспитали двоих сыновей. Оба прошли армейскую службу. Оба последовали по стопам отца и связали свою карьеру с законом. Старший Василий – полицейский в Москве. Младший Марк еще только готовится стать юристом в Чебоксарском кооперативном институте. На рыбалку или на футбол выходили, старались играть. Так часто выходили гулять вместе, когда было время у него. Сейчас работаю в нотариальной конторе, тоже вот стараюсь подражать ему. В 1983 году Анатолий вольной птицей отправился брать юридические высоты. Сейчас он начальник частной нотариальной конторы, где помимо многочисленных сотрудников работают его жена и младший сын. Работа предполагает большую ответственность, и ошибок в ней быть не должно. Анатолий признается, справляться с профессиональными трудностями помогает афганский опыт. Стойкость, упорство, отвага, понятие чести, братства, товарищества необходимы здесь, в мирной жизни, в которой тоже приходится брать свои баррикады. Афганская война на стыке слома коммунистической системы стала ее завершающим аккордом, но отнюдь не последним вооруженным конфликтом. Евгений Касьянов в ноябре 1993 года получил армейскую повестку. Молодого крепкого парня, на счету которого было 600 парашютных прыжков, без лишних проволочек определили воздушно-десантные войска и отправили в Кострому. В учебке Евгения научили не только обращаться с автоматом, но и помогли освоить премудрости специальности техника-механика станции космической связи. После окончания учебного подразделения был переведен в боевую часть в городе Подмосковье, в город Медвежьи озера. Вот, там служил. Пока там служил, был в командировке в служебной республике Абхазии, там принимал участие в боевых действиях. Вот. По возвращении служил также, но после меня перевели в город Рязань, 106-ю Тульскую воздушно-десантную дивизию. Евгений подписал контракт и попал пехотинцем в войска ООН, которые базировались в Сараево. Один из служебных дней, 17 мая 1995 года, он не забудет никогда. Я получил боевое ранение при выполнении боевого задания в окрестностях города Сараева. Вот. И получил инвалидность. Мы стали на разграничительной линии между позициями мусульман и, получается, мусульманских сербов. И в тот день, получается, в 1995 году, 10 мая, закончилось у них трехлетнее перемирие, которое соблюдалось между ними, и начались бои. И получилось, что наш блокпост попал под перекрестный огонь между позиций этих двух сторон. Сначала нас подбили БТР, а через 2 часа ранили и меня. Меня выстрелили, получается, из оружейного гранатомета. Мина разорвалась вблизи от Евгения, осколки угодили ему в спину. Итог – контузия и частично парализованное тело. В госпиталь его доставили лишь через 12 часов. Мусульмане не пропускали русскую технику, которую направили, чтобы спасти раненого солдата. Евгений рассказывает, помогли сербы, которые на своем автомобиле доставили его к русской базе окольными путями. Привезли в очень плохом состоянии. Даже казалось, что я не выживу. Такой был уже диагноз, прогноз. Но сердце оказалось молодое, здоровое, выдержал.
течение нескольких лет Евгений менял больничные койки. Французский госпиталь в Сараево, американский в Загребе, русский в Москве. В 1996 году его доставили домой в Чебоксары в коляске с первой степенью инвалидности и ночными кошмарами. А дальше 2 года упорной борьбы со своим непослушным телом. Реабилитирующая физкультура, лечебная терапия, уколы. И, наконец, победа. 22-летний Евгений сделал первые шаги. Я стал потихоньку на костыли и потихоньку учился ходить. Ну, правда, как здорово ходить не получается, но все-таки какая-то автономность, не на коляске сидеть, запертые в 4 стенах. С некоторой скромностью он показывает свои награды. Чемпион России по стрельбе из лука, участник мировых чемпионатов. Этим видом спорта Евгений занимаются уже более 10 лет. В 1998 году молодого человека на костылях, но с горящими глазами, взялась обучать мастер спорта Ирина Солдатова. С тех пор и началась его спортивная карьера, которая продолжается и по сей день. В свои 40 лет Евгений планирует пробиться на Паралимпийские игры. Однако самым важным достижением в своей жизни он считает отнюдь не кубки и награды. Меня пригласила подруга к своему другу на день рождения. Когда я туда пришла, с его другом, вот Евгений, его близкий друг сидел. Ну, мы рядышком сидели, разговаривали, так и познакомились. И потом на следующий день пригласила меня на свидание. В принципе, как-то так вот общение, и понравилось то, что человек то, что говорит, делает. Что интересно, никто не отговаривал. Наоборот, все как-то сразу потянулись. Все мои родственники, удивительно, даже больше про него спрашивать стали, как Евгений живет. Даже не про меня, а в основном у него спрашивают, как дела. То есть он всем понравился. Не знаю, чему нравится, но всем нравится. Инвалидность не стала для Евгения приговором. Он ведет активный образ жизни. Ездит с друзьями на охоту, рыбалку, научился водить автомобиль. Единственное, что здесь приходится больше работать руками, чем ногами. А так, со временем привыкаешь водить машину с тем же самым эффектом, так же, как и здоровые. Повезло Евгению с работой. В прошлом году он возглавил в Чебоксарах молодежный центр инвалидов «Доброта и мир». Профильное заведение не только занимается досугом тех, кому ноги заменяют пара колес, но и помогает их реабилитации. Наша группа, наше объединение, оно занимается тем, что мы инвалидов возим на природу, в театры, на всякие культурные мероприятия, чтобы не даем людям засидеться дома. В нашем клубе числится сейчас 60 человек. Но в основном у нас бывших военнослужащих очень мало, так как как-то получилось так, что мало инвалидов, бывших военнослужащих. В основном у нас дети-инвалиды, ДЦП, бытовые травмы, производственные травмы. Мало в жизни бывает людей, ситуации жизненные, так что мы принимаем всех подряд. Служба по контракту – давно перевернутая страница в биографии Евгения. Говорит, что после всего произошедшего уже никогда не возьмется за автомат. Сейчас заветная мечта – жениться и завести семью. Когда возглавляешь такую организацию, где находятся эти ребята, невозможно работать спустя рукава, просто стыдно. И поэтому признаюсь честно, что они своим иногда присутствием, телефонным разговором, они всегда меня поддерживают, помогают ориентироваться и мобилизовать свои силы на ратные дела. И я им благодарен, действительно, что они своим нахождением в нашем обществе, они подтягивают не только друзей боевых, а и в семье, и соседей. То есть это пример мужества и гражданина, я бы так сказал.